Сегодня директор ФСБ Николай Патрушев сделал важное заявление. Он предложил боевикам на Северном Кавказе сложить оружие и начать переговоры с властями. По словам Патрушева, после ликвидации главарей чеченских боевиков у остальных членов группировок появился шанс начать мирную жизнь. Басаев, организовавший взрывы жилых домов, убийство детей в Беслане, теракт на Дубровке, многочисленные покушения на представителей мусульманского духовенства, органов власти, правоохранительных структур и мирных граждан, понес заслуженную кару. И сегодня у тех, кто был им обманут и вовлечен в преступную деятельность, есть выбор: остановиться на краю пропасти или быть проклятым собственным народом. Обращаемся к членам незаконных вооруженных формирований. Прислушайтесь к своему разуму и посмотрите правде в глаза. Предлагаем вам в срок до 1 августа 2006 года вступить в переговоры с представителями законной власти Чеченской Республики или Федерального центра. Предлагаем под гарантией объективного и непредвзятого рассмотрения всех обстоятельств вашей деятельности в незаконных вооруженных формированиях, прекратить участие в бандах, сложить оружие, перейти на сторону народа. И этот шанс необходимо использовать, чтобы избежать новых бессмысленных жертв. Убеждены, ничто и никто не сможет помешать укреплению стабильности и безопасности в Чеченской Республике и на Северном Кавказе. Заявление директора ФСБ сегодня комментировали и политики, и общественные деятели. И все они едины во мнении, что надо помочь тем, кто не совершал тяжких преступлений, вернуться из землянок и блиндажей в лесу домой, к родным. Самоопределение чеченского народа на референдуме и на выборах президента и парламента республики. Возможно, это главный аргумент для многих вчерашних сепаратистов. За последние годы тысячи боевиков уже сложили оружие под гарантией Федерального центра, первого президента Чечни Ахмата Кадырова и его сына Рамзана, нынешнего премьера республики. Те, на чьих руках нет крови, служат в правоохранительных органах Чечни, работают в республиканской экономике и органах власти. Устранение Басаева – еще один удар по сепаратизму и террору. В Чечне есть и еще достаточно долго могут быть отдельные террористические проявления, но не война. Что касается инициативы Николая Платоновича Патрушева, то я считаю ее, несомненно, правильной. У нас уже есть опыт предыдущих амнистий. Я думаю, это позитивный шаг, тем более он и актуальный после ликвидации Басаева. Не секрет, что вся так называемая террористическая деятельность и армия Басаева во многом держалась на личном страхе перед этим нечеловеком, этим убийцем детей. И сейчас, когда это некое знамя терроризма уничтожено нашими спецслужбами, действительно есть возможность многим одуматься и многим принять правильное решение. Возвращайтесь домой, возвращайтесь к своим семьям, живите мирной жизнью в дружной семье российских народов. Президент Чеченской Республики Алу Алханов в свою очередь обещает, ни одному сдавшемуся боевику не грозит тюрьма, если он не похищал и не убивал людей, не совершал теракты. Для многих, подчеркнул Алханов, это последний шанс переменить участь. Хотел бы напомнить тем, кто сегодня замышляет, сегодня готовится к совершению каких-то тяжких преступлений в отношении государства, в отношении граждан этого государства. Зло будет наказано. Преступники понесут заслуженное наказание. Не легче ли сегодня оставить этот путь бесчеловечный, незаконный, и если сегодня государством предпринят очередной шаг доброй воли, принят этот шаг, вернуться к людям, вернуться к мирной жизни. Я это поддерживаю, и у меня в личной охране и со мной помощники бывшие амнистированные люди. Тысячи людей, которые патриоты России, которые умеют воевать, и только воевать и созидать, они будут защищать Россию на любых уровнях.
В прошлом ближайший помощник Масхадова, министр обороны так называемой республики Ичкерия Магомед Хамбиев, теперь депутат чеченского парламента. Он давно воткнул штык в землю и призывает боевиков поступить так же. Надо вернуться домой и работать во благо своего народа. Принцип гуманизма, потому что мы прекрасно понимаем, что большинство людей, которые оказались в той или иной банде, они не оказались по доброй воле. Им дается шанс выйти просто из этих группировок и жить спокойно, жить в своих семьях и спокойно дальше заниматься воспитанием детей, но никак не сидеть в лесу и не воевать против собственных же сограждан. У всех нас общий дом Россия, и сепаратизм в принципе неприемлем как путь развития. Таков сегодня лейтмотив комментариев региональных лидеров Северного Кавказа. У нас многовековые добрые традиции мира, дружбы, веротерпимости. Мы всегда отличались тем, что мы многонациональная, многоконфессиональная страна. Российская Федерация, она всегда была страной, где люди всегда решали все проблемы сообща. Сообща решать проблемы мирным путем, отказавшись от тупиковых идей сепаратизма. К этому призывает и мусульманское духовенство. Перемирие, согласие – это путь к тому, что мы все по воле Всевышнего будем жить в этой стране, будем пользоваться всеми теми благами, которые дарованы нам на земле. Заявление, с которым выступил руководитель ФСБ Патрушев, оно способствует умиротворению ситуации. В деловых кругах тоже комментируют новое обращение властей к боевикам, делая акцент на развитии малого предпринимательства в Чеченской Республике и на всем Северном Кавказе. Некая неудовлетворенность, безысходность, отсутствие работы – это очень хорошая почва для терроризма. Поэтому, если мы в ближайшее время сможем усилить программу, которая сегодня действует в России по развитию малого предпринимательства, и молодые, и немолодые люди, которые волею судьбы были брошены на неправедный путь, найдут свое место в нашей экономике, они смогут обеспечивать себя, свои семьи, и, конечно же, им будет что терять. Сегодня бизнес очень активно пойдет с инвестициями в Чечню. Наш российский бизнес, но мы уже знаем об интересе иностранного бизнеса, например. Есть даже проекты, которые подписаны с китайской стороной, о том, что Китай будет инвестировать в Чечню. Развитие чеченской экономики и безопасность людей. Эти ориентиры разделяет абсолютное большинство жителей республики. Наверняка и многие из тех, кто по стечению обстоятельств оказался по ту сторону закона. Но и у них появился еще один шанс вернуться домой. Максим Бобров, Олег Шишкин, Первый канал.